30 мая в городе Чолпан-Ата прошло открытие парка на территории госрезиденции. После чего в социальных сетях распространились фотографии, где посетители зоны отдыха сели на эту часть скамейки, а ноги подошвой поставили на это место. И таких фактов некультурного поведения среди граждан страны становится все больше. Например, на этом видео, опубликованном в одном из пабликов соцсетей кыргызского сегмента, молодой парень с удовольствием окунулся в фонтане возле ЦУМа. Также на кадрах слышно, как остальные ребята поспорили на 8000 сомов, а сможет ли их товарищ пойти на такой поступок. Так что же влияет на подобное поведение кыргызстанцев, рассказал психолог Ильдар Акбутин. Например, в моем детстве были октябрята, пионеры, комсомольцы, правильно? То есть государство, оно вело какую-то последовательную работу воспитании молодежи, начиная с садика, заканчивая армией. И поэтому, если этого нет, мы замечаем, что государство, в общем-то, не ведет такую работу. Во-вторых, общество, Инстаграм, Фейсбук, социум Запада очень сильно влияет на умы молодежи. И они начинают действовать так, как, может быть, недостойно, так скажем, нашего ментальности, нашей модели поведения. После марафона дочка пришла домой и рассказала, что они собирали мусор в пакет. Развитие культуры любого человека начинается с раннего детства, и фундамент закладывается с воспитания внутри семьи. По словам заместителя директора по воспитательной части школы номер 47 Айши Исаковой, современные родители мало времени уделяют своим детям, не проводят с ними беседы на тему, что хорошо, а что плохо. Все начинается с семьи. Родители, в первую очередь, они должны учить детей, говорить и рассказывать им про эти ценности, семейные ценности, чтобы они уважали чужой труд. На классных часах мы детям рассказываем. Когда начальная школа приходит в школу, мы им говорим, что у каждого мусора есть свой дом, чтобы они мусор везде не разбрасывали. Сегодня на площади Алато все убрано и чисто, но вчера сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» после празднования Дня защиты детей вывезли 12 тонн мусора. Хотя для сохранения чистоты было установлено более 20 пластиковых урн. Тазалыковцы с полуночи до самого утра вывозили мусор. Были задействованы 9 единиц спецтехники и 41 сотрудник муниципального предприятия. Как отметил заместитель директора Тазалыка, с каждым годом после масштабных праздников объем вывозимого мусора увеличивается. Пользуясь моментом, хотел бы обратиться к жителям города Бишкек, особенно во время проведения таких мероприятий, то есть праздников, чтобы соблюдали чистоту, выбрасывали в урны. Просто такие моменты есть, когда человек, например, попил напитки и выбрасывает баклажку там же, где он стоит. Попросили бы граждан относиться к чистоте города, очень особо важно, На всех родителей возлагается обязанность развивать детей физически, умственно и, конечно же, духовно. Это большая и очень важная работа. Муфтият страны также призывает родителей подойти ответственно к воспитанию себя и своего чада. Каждый гражданин нашей страны должен начинать с себя. То есть он должен вести себя соответственно и у себя дома, и в общественных местах. Выбрасывать мусор в положенном месте. Не выражаться нецензурной бранью среди людей. Родители являются во всем примером для своих детей. Запомните, дети – это ваше отображение в зеркале. Культурное поведение всегда и везде красит человека, поэтому специалисты просят не пренебрегать родителей правильным воспитанием детей. Ведь именно они смогут помочь ребенку не поддаваться отрицательному влиянию общества, социальных сетей и даже защитить от разных экстремистских и террористических организаций. Рахат Батрибекова, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.